В эфире программа «Патруль» и я, ее ведущая Анастасия Маслова. В этом выпуске расскажу о пожаре с трагическим исходом, ликвидации наркопритона, кровавом ЧП в Тоджинском районе, а также масштабный рейд автоинспекторов и традиционный обзор самых резонансных происшествий, случившихся за пределами Тувы. Не пропустите! Полицейские Тоджинского района по горячим следам раскрыли особо тяжкое преступление. В одном из домов села И был обнаружен труп мужчины с признаками насильственной смерти. У него были повреждения в области головы. Прибывшие на место оперативники установили личность погибшего. Им оказался 40-летний местный житель. Также стало известно, что к преступлению может быть причастен односельчанин погибшего, который с места происшествия скрылся. В результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий, направленных на раскрытие данного преступления, скрывавшийся 27-летний подозреваемый был задержан в селе Адыркежик сотрудниками полиции Торахема. Еще один трагический случай на минувшей неделе произошел в Барунхемчикском районе. В селе Кызыл-Мажалык произошел пожар в частном доме. В здании было сильное задымление. Потушить возгорание хозяева смогли собственными силами еще до приезда спасателей. Однако при проведении разведки пожарные обнаружили на кровати тело мужчины 1972 года рождения. Спасти пострадавшего было уже невозможно. Как сообщили в региональном управлении МЧС, предварительной причиной пожара стал самодельный электрообогреватель. Он стоял рядом с кроватью погибшего. Очередной притон ликвидировали сотрудники управления по контролю за оборотом наркотиков МВД по республике Тыва. Как установили оперативники, притон у себя дома организовал житель Кызыла. Наркополицейские застали мужчину врасплох. У него дома оперативники обнаружили запрещенные вещества и предметы для изготовления и потребления наркотического вещества тримонацетилморфина. Как выяснилось, задержанный мужчина – наркоман со стажем. С его слов, он употребляет наркотики уже почти 17 лет. Какие наркотики употребляете? Ой, я 2005. Семена, маковые семена. Семена не понял, еще раз повторите. Маковые семена. Маковые семена. Как их употребляете? Каким способом? Ну, способом варенья, варивания или как-то. А варите с чем вместе? Растворителем. По количеству изъятых наркополицейскими из дома шприцов было понятно, что запрещенные вещества мужчина употреблял не один. Хозяина дома и его гостей направили в республиканский наркодиспансер для установления факта наркологического опьянения. Это уже третий наркопритон, который ликвидировали в республике сотрудники регионального управления наркоконтроля за 2 неполных месяца. Если и вам что-либо известно о том, где торгуют смертью или употребляют запрещенные вещества, просьба не оставаться в стороне. Сообщите об этом по телефону 31050. Возможно, этим вы спасете чью-то жизнь. Пешеходы и глазом не успели моргнуть. В интернете появилось видео, на котором отечественное авто буквально проносится по улице Ленина и попадает в ДТП. Вот эта запись. Как нам рассказали в ГИБДД, 86-летний водитель ВАЗа, у которого, кстати, права были просрочены еще в 1999 году, на перекрестке при повороте налево не пропустил другой ВАЗ, которым управлял 19-летний водитель. В результате столкновения 2 пассажиров из обеих машин госпитализировали. Сейчас расскажу о самых резонансных происшествиях, которые обсуждали в социальных сетях на минувшей неделе. Далее в эфире интернет-обзор. Экшен, достойный голливудского боевика, устроил пьяный водитель автокрана в Иркутской области. Приближаясь к ЖД-переезду по встречной полосе, он и не думал тормозить. Объехав стоящие перед путями автомобили, водитель МАЗа залетел на металлические барьеры автоматы. От его грузовика выбила переднюю ось. Мужчина успел выскочить из кабины буквально за секунду до того, как его разбитый автокран на полном ходу снес тепловоз. Помимо того, что 33-летний водитель находился в состоянии алкогольного опьянения и грубейшим образом нарушил не только ПДД, но и правила здравого смысла, автокран, которым он управлял, не был зарегистрирован должным образом. В общей сложности полицейские составили на водителя 5 протоколов об административных правонарушениях.
А в Екатеринбурге школьник засмотрелся в телефон и упал на рельсы метро. ЧП произошло на станции Геологическая. Все происходящее зафиксировала камера наружного наблюдения. Вот второклассник чересчур увлекся игрой на мобильном телефоне, не глядя, подошел к краю платформы, оступился и упал на рельсы. На помощь мальчику пришел один из пассажиров. Мужчина спрыгнул вниз, достал ребенка и передал его находившимся на платформе людям. Примерно через 30 секунд на станцию прибыл поезд. Школьника доставили в больницу, где врачи диагностировали у него перелом левого тазобедренного сустава. Убийственная любовь, поражающая своей холоднокровностью расправа, произошла во дворе одного из домов Новосибирска. На записи с камеры наружного наблюдения видно, как во дворе неловко паркуется автомобиль. Из него выходит мужчина с огнестрельным оружием. Он дважды стреляет в проходящую женщину, после чего садится обратно в машину и уезжает. Личность новосибирского стрелка правоохранители установили сразу. Мужчину задержали в его же квартире. Впрочем, он и не собирался скрываться. Как пояснили в Следственном управлении по Новосибирской области, стрелок и его жертва были близки. Но женщина отвергла любовника за несколько дней до случившегося. Тогда мужчина решил убить свою возлюбленную. В момент преступления он был пьян. Если вы стали очевидцем какого-либо происшествия, делитесь информацией в нашей группе ВКонтакте «Тува в объективе». Сеанс без ограничений. Кызылский кинотеатр оштрафовали на 20 тысяч рублей за нарушение законодательства о защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию. Иск в суд подало региональное управление Роспотребнадзора, сообщает сайт ведомства. Суд признал кинотеатр виновным и назначил наказание в виде штрафа в 20 тысяч рублей. Как пояснил представитель кинотеатра, билеты в кино продавались без указания возрастного ограничения на просмотр фильма 16+, по причине технических неполадок печатного устройства. Руководствуясь доводами о том, что факт продажи билетов без указания возрастных ограничений случился единственный раз, кинотеатр подал апелляционную жалобу в городской суд. Правда, после тщательного изучения дела решение мирового судьи оставлено без изменений. В минувшие выходные дни в республике и в Кызыле в частности на дорогах было как никогда много инспекторов ГИБДД. Дорожные полицейские провели масштабные рейды, останавливали практически каждый второй автомобиль. У водителей проверяли документы, но при себе они оказались не у всех. Так, этого автолюбителя для установления личности даже пришлось доставить в отдел. У мужчины сняли отпечатки пальцев, и его личные данные оказались в базе. А за то, что управлял машиной без документов, на него составили протокол. Особое внимание стражи порядка уделяли состоянию, в котором автолюбители управляли машиной. В результате рейда проверку на трезвость не прошли 33 водителя. Среди них одна автоледи. Больше всего нарушителей задержали в субботу. Сейчас узнаем, сколько человек пострадали в результате ДТП на минувшей неделе. Далее сводка ГИБДД. С 14 по 20 февраля в республике зарегистрировано 7 дорожно-транспортных происшествий, в которых 7 человек пострадали. За неделю в республике инспекторы задержали 60 водителей в состоянии алкогольного опьянения, из них 3 автоледи. Также зарегистрированы 3 наезда на пешеходов, 1 опрокидывание и 1 наезд на препятствие. Выпуск программы подошел к концу. Напоминаю, вы можете стать соавтором. Присылайте информацию к нам в редакцию. Контакты вы видите на экране. Не забывайте сообщать о ЧП на телефон программы «Патруль». А свежий выпуск вы всегда найдете на нашем YouTube-канале «Тувинская единая служба информации». Я же поздравляю вас с наступающими праздниками и желаю, чтобы они прошли без происшествий. До свидания.